Hakikat joyi güreşiniz. Исторически так сложилось, что к своим фольклорным истокам таджикский театр стал обращаться намного позже, чем театры стран Центральной Азии. Узбекский театр в эру европеизированного театра вступил с проделками майсары, казахи это сделали с помощью казы-карпеш и баян-сулу, азербайджанцы с аршин малалан. Мы к этому пришли намного позже. Примерно со второй половины 80-х годов мы стали интенсивно обращаться к своим фольклорам. И удивительно, что таджикский театр, наши деятели театра с фольклора стали брать не только готовые сюжеты, характеры, но и формы представлений. Как всем известно, самым распространенным жанром в нашем фольклорном театре был театр масхарабозов. Театр масхарабозов — это профессиональный театр, который там состоит из сплава драматических сценок, музыкальных представлений, пантомимы и акробатических цирковых номеров. Такую же попытку возобновления традиционного театра сделали ребята Канибадамского театра в спектакле «Кори Шкамба». Наверное, для иностранных зрителей это было весьма интересно, но мы, деятели театра Таджикистана, весть о постановке «Кори Шкамбы» восприняли с какой-то тревогой. Потому что у нас был блестящий фильм Тухира Собирова «Смерть ростовщика» с очень блистательной работой Зоира Дусматова в заглавной роли. Дай-ка, дай. Постыдились бы, дядюшку Кори, платить надо. А у тебя что? Дай попробовать. 3 шампура давай мне, да побыстрей. Держи. А зачем себе взял? За услугу. Я тебя не просил об этой услуге. Абрикосы! Не забудь заплатить! Я из своего кармана заплатил ровно 10 танга за этот ситец. А теперь вам отдаю в долг на подкладке для ваших тибетеек. Мы только и знаем, что шьем тибетейки. А сколько денег ты нам даешь на еду? Скоро ноги протянем с голоду. Давай сюда. Нет, не дам тебе. Не отдам. Не смеешь со мной это говорить. Я твой муж, законы шариата забыла. Как говорится, кто бережлив в расходах, тот и доходы большие получает. Бережешь, бережешь, а толку мало. Все равно нищим умрешь. У бедняка какая жизнь? И вполне естественно, что мы ничего большего уже себе представить не могли. Хотя в своей работе Хушнуди Додо в исполнении роли Кори Шкамба во многом копирует Зоира Дусматова, но все-таки театру удалось сказать свое слово. Национальные спектакли, построенные на национальном материале, имеют в себе опасность, такие подводные камни. Если берешь большое, крепкое литературное произведение, оно крепкое. Он не зря классик, а и нет. То из него нужно выбрать какие-то вещи, которые являются узловыми. Вы ведь не можете поставить весь многостраничный роман
ну, вообще-то это повесть, но это очень большая повесть, вам нужно было сделать определенный сценарий. Вы этот сценарий сделали. Вы нашли свой материал, вы нашли своего классика, я его знаю, я когда-то читала, не эту, конечно, это рассказ или повесть, даже не знаю, повесть, наверное, да? Вот, ну просто это известное имя было в литературе народов Советского Союза, оно преподавалось. Вот. И это очень хорошо. Мне кажется, такой хороший материал, он очень точно показывает, так сказать, как живет народ или как жил народ. Он очень точно показывает вот типажи. В результате того, что вы сделали, какой вывод должен сделать доброжелательный хороший зритель, но не профессионал. Он не поймет, когда жил персонаж. Он только поймет одно, что это было давно. И что это было, наверное, до революции. А потом, когда была революция, он уже как бы этот герой обеднел, понятно, обеднели все богатые люди. Это будет понятно. Не будет понятно, почему речь идет о 17-м годе, если сама по себе книга была написана в 36-м. А я не писал в 36-м эту историю, публиковали в 37-м. То есть он, в такую эпоху расцвета сталинизма такого, он написал такую историю, которая актуальна и сейчас. Почему пал бухарский народ? Я знаю, что это об этом. Зритель этого никак не поймет. Для зрителя вы рассказали отдельно взятую историю. Это известное произведение. Не знаю, читается ли оно сейчас у вас в школе, или это уже не читается. Я не знаю, если это произведение в учебной программе. Но мне кажется, это очень хорошее произведение, потому что это очень хороший материал для актеров, для кинематографа, наверное, для анализа в школе. Вот. Это, конечно, это власть денег, да, это как бы рассказ о деньгах, о финансах, да, как мы понимаем в нашем современном жизни. Когда все было на грани паранойи, да, это 16-17 год, 18-й, начало 20 века, когда ты вот этот шаткий момент, особенно для Центральной Азии, потому что Центральная Азия становится под властью Российской империи, а потом Российская империя меняется на советскую власть. Несмотря на то, что сегодняшнему зрителю эти события могут быть слишком далекими, и вот это состояние шаткости может быть давно уже позади, давно уже в истории, к сожалению, есть моменты, когда вот эта шаткость и неясность, неоднозначность ситуации все равно влияет на сегодняшнего зрителя тоже. Этакий забавный человек, Хаджа Насреддин в своем роде. Ну, только там положительный герой, там народная мудрость как бы, да? А здесь отрицательный, но тоже фольклорный персонаж. А ведь он не фольклорный персонаж. Он не фольклорный. Его можно выставить смешным, и он смешон. Но не более, чем скряга у Мольера. А тут получилось, что он как бы фольклорный, такой, ну, из мифа персонаж. Вы перевели социальную историю максимально в пространство мифа. Если вы это сделали сознательно, потому что вы живете в определенной стране, в определенное время, абсолютно могу вас понять. Если вы это сделали бессознательно, так получилось, тогда это надо исправлять. Потому что на самом-то деле, ну, это не миф, это социальная сатира. У вас получился другой жанр. Зритель в зале воспринимал это как некий фольклорную историю, ну, как сказку народную, да? Фольклорная история о скряге. А между тем текста там противоречит. Там банки фигурируют и вообще такие вещи, которые, ну, никак к фольклору. Получается, несколько ткань произведения самого сценического расползается по швам. سودخور اگر از پول خود ناشکند گربه مثل شیشه سندان شکند عطار دندان نمک شما شنیده چه؟ کاری سیدنیانی بانک بسته شده یک قسم مبلغ کلان به دست اسکران دشمن افتاده گپ هست که امروز پگاه میشکنم در هر صورت خودتان را احتیاط کنید. Весело и радостно. Хотели ли вы такое веселье и радость?
Или вы хотели за весельем и радостью показать серьезные вещи? От чего что происходит? От каких человеческих пороков? Получилась обличительная струя, ушла в песок, а осталась развлекательная струя. У вас получился площадной театр. Первый уровень контекста – это глобальный контекст. Здесь очень сложно говорить, потому что этот спектакль, я так понимаю, все равно был задуман как локальный продукт, и хотя вы его свозили на множество гастролей, это все-таки не история про следование трендам. То есть я не думаю, что это задумывалось создание этой работы как попытка попасть в какую-то струю, потому что тренды сейчас совершенно разнообразные, это может быть там и док, и иммерсивные какие-то вещи, несмотря на то, что у вас есть эти элементы, которые совершенно точно вот этим трендам всем соответствуют. Второй уровень контекста, вот здесь, конечно, это десяточка абсолютная, потому что второй уровень — это локальный контекст, это контекст того, что происходит конкретно в стране и в городе, где был создан этот спектакль. Абсолютное попадание, потому что национальный материал, потому что темы, которые очень явно перетекают из событий литературного материала в события действительности. И в этом отношении локальный контекст абсолютно точно соблюден. Режиссер спектакля Мухиддин Музафар с этой своей работой стал вровень с знаменитыми нашими режиссерами. Он о себе заявил во весь голос. Хотя в спектакле очень много импровизации, очень много моментов искрометности, но чувствуется, что каждая мизансцена, каждая минута существования актеров держится под особым, жестким контролем режиссера. На мой взгляд, режиссер немного молод. Ему немножко не хватило опыта. Почему? Он придумал хороший спектакль. Действительно, он хорошо придуманный спектакль, он хорошо придумал отрывки этих спектаклей, да, и некоторые как бы ходы, решения каких-то сцен. Он хорошо придумал переходы, из какого куда переходят, да, вот это, пока они песни поют, перевоплощаются, переодеваются. Это очень хорошие переходы, да, придуманные переходы. Не все придуманное срабатывает на сцене. Например, дым-машина в конце спектакля, да, ближе к финалу, вообще, на мой взгляд, была не нужна. Я даже не мог понять, почему он должен был работать и какую функцию выполнял. Если бы изначально спектакль шел с такими техническими эффектами, да, если бы там со светом что-то происходило или там какой-то эффект был бы технический, с помощью технических средств присутствовал бы эффект в спектакле, то тогда в конце эта дым-машина, наверное, бы не так врезался в глаза. К сожалению, она только портила впечатление, и уже ты привыкаешь, что это уличный театр, это уличная постановка, площадная эстетика игры, но ты привыкаешь к этому, а эта дым-машина немножко сбивает. Как бы там ни было, здесь все подчинено, конечно, актерам. Да? Спектакль для меня сделан так, что вы являетесь такими центральными, да, в этом спектакле, и все время хочется смотреть на вас, поэтому это вот очень для меня актерский спектакль, актерское такое вот достижение. Может быть, я даже глубоко ошибаюсь, да, в том, говоря, что это спектакль актерский. Может быть, режиссер сделал большую колоссальную работу именно для объяснения образа, и именно для того, чтобы образы стали более близкими к актерам, и они работали именно, наслаждаясь именно с подачи режиссера. Может быть, но на первый взгляд это спектакль все-таки актерский. На уровне контекста постановщика мне здесь сложно ответить на этот вопрос, потому что с постановщиком я не знакома, и я не могу судить о том, что хотел режиссер заложить в спектакль. وعدگی
این را گرفته یک سلاله داده کم گیره کنه این چقدر بود؟ با من یه نام خیلی پولمون لازم نیست Я так понимаю, что даже вопрос кастинга не стоял никакого, потому что персонажи сразу были. И в этом смысле это в первую очередь про органику, и хотя некоторые артисты обижаются, когда говорят, что они органичны там в какой-то роли, здесь нет речи о психологии, о театре переживания, поэтому ваша органика, органика каждого артиста, который в этом спектакле участвует, это первостепенно, потому что это работается вот на уровне отстранения и на уровне практически дока, особенно вот первая сцена, когда артисты выходят и объявляют о том, что представление сейчас случится, и еще непонятно, уже в маске ли этот артист, или он еще без маски, и что вообще там происходит. Вот эта вот жизнь, которая очень точно отражает персональный бэкграунд каждого занятого в этом спектакле и как человека, и как артиста. Конечно, в этом спектакле самое сильное — это актеры, да? Это главный актер и два других актера. И, конечно, главное — это вот наш главный персонаж, ростовщик, который просто феноменальный, конечно. Как бы таких актеров, мне кажется, единицы. И это, конечно, уникальное явление. Видно, что актеры не просто отучились в институте, да, имеют опыт, имеют жизненный опыт, имеют опыт, они наверняка посмотрели много схожих представлений, да, где эстетика одна и та же, площадного театра. Это не просто так откуда-то взятая эстетика игры. Это, наверное, еще и генетически уровне, когда мы это запоминаем. В какой-то момент ты, конечно, забываешь о том, что есть что это театр, потому что это все так правдиво, так аутентично. И огромное, конечно, у нашего героя-ростовщика огромное количество каких-то нюансов, тонкостей. То есть это сделано в традиции такого вот хорошего реалистического театра с огромным количеством нюансов. Есть такое выражение «играли как купались». Да? Вот актеры действительно купались в своих образах. Это было основано именно на том, что они хорошо понимают эстетику площадных театров, они хорошо понимают своих зрителей, они хорошо знают, что для зрителя, что в зрителя откликнется. Если идти на поводу у зрителя, можно многое потерять. Театр бы потерял свой смысл, он не донес бы до нас тот свой посыл. И я действительно поражаюсь мужеством исполнителей, которые, с одной стороны, не боятся довести нас до последней степени хохота, в то же время четко знают свою задачу и его выполняют. Я в предлагаемых обстоятельствах здесь очень важно. Во многих произведениях наших так и случилось, особенно в комедиях, что вот они играют комедию. Не исполняют, а играют комедию. А эти ребята не играют. Они существуют в предлагаемых обстоятельствах. Они попали в эту ситуацию. И они стараются выкручиваться, выходить из этой ситуации. И причем очень профессионально. Ну, как бы согласно каким-то классическим критериям актерских работ, здесь их оценивать достаточно непросто, потому что как можно оценить каждого из вас, когда вы на сцене выходите фактически в образе самих себя? И это невозможно сказать, что один человек в образе самого себя выглядит более интересно, а другой человек менее интересно. В этом заключается какое-то театральное волшебство как раз. В том, что иногда достаточно непросто понять, где вот эта граница и есть ли вообще эта граница. В отличие от нескольких других работ вашего театра, которые я тоже смотрела, это, наверное, вот в первую очередь работа такая, которая направлена на то, чтобы подчеркнуть индивидуальность артиста не как артиста, а как человека. Попробовать ему протранслировать, может быть, какие-то свои собственные взгляды, пусть даже не на театр, не на искусство, а вообще на жизненные ситуации.
актерская работа исполнителя Кора Ишкембе. Он очень хорошо выполняет образ и точно держит свою задачу. Задачу как актера и задачу как Кора Ишкембе, на мой взгляд, этот актер выполнил на все 100%. Особенно момент привлекает внимание вера Кора Ишкембе к императору, да, и к его власти. Такие сцены были и в пьесах позднего советского периода, да, когда герои верили в советскую власть, да, и во время Шекспира, и до Шекспира это были. Даже в античной драматургии есть вера, слепая вера власть имущим. Все-таки Мольер был прав, что человечество прощается со своими грехами именно смеясь. И вот они, смеясь, нам дают знать о наших погрешностях, о наших слабостях. И вот эта радость веселой игры сопутствует в течение всего спектакля. Хушнуди Додо, исполнитель главной роли, не боится педалировать именно на такие моменты роли. И поэтому каждое его выражение становится таким метким, каждое его движение настолько смешным, что зал не может воздержаться от длительного хохота. Актер, вот я сказал, что очень хороший актер, и мне кажется, это, наверное, народный артист вашей республики, потому что это огромное наслаждение его слушать, потому что это очень красивая речь. Как я понимаю, несмотря на свой вот немножко такой полноватый вид, он очень подвижный, у него хорошая пластика и прекрасное движение, очень много работает глазами. Вот. Грань между театром и между искусством и между сценой и между мной как участником очень нарушено, иногда нарушается. Но это, конечно, благодаря ему, потому что он так это делает, так играет. Ты переходишь как бы все время с ним находишься, ты все время находишься в поле его внимания, да. Но он, конечно, перетягивает роль как бы на себя. Большую часть времени ты смотришь на него и как бы живешь в основном только им. Актерская техника или мастерство актеров создают спектакль на 90%, да, и режиссер остается как бы больше на позиции подсказывателя, чем ведущего творца спектакля. Есть спектакли, которые очень режиссерские, их нужно понять. А в этом спектакле ты просто наслаждаешься тем, что происходит на сцене, тем, что ты видишь, и тем, как актеры действуют. Вообще актеры показали свою хорошую физическую подготовку, знание эпохи пьесы, хорошее понимание и принятие эстетики традиционной площадной игры. Это не просто кривляние, которое превращается иногда в ролях маскаробозов, а именно вот эстетика и понимание этой эстетики. Очень понравилась работа актеров, актеры очень хорошо играют. Особенно замечательная и интересна была трансформация актера в образ Кора Ишкембе. То есть у артиста очень точные какие-то цели, очень точные перспективы. Он очень обаятельный. И ему, собственно, удалось создать, конечно, образ такого противного скряги, жадного человека. Но именно от того, что он не искал там какие-то вот глубокие такие, что ли, психологические ходы, мы понимаем, что это вот, как такая итальянская маска, итальянской комедии дель арте, которую, собственно, во всем мире изучают, но никто не знает, как на самом деле это все было. Вот. Потрясающая пластика, движение, все начиная от головы, руки, тела, огромное количество каких-то звуков, вот, которые все время ты попадаешь в магию, как какой-то вот звуков. Я думаю, что, наверное, когда сидишь в театре, то это, наверное, производит сильное впечатление. Поэтому я считаю, что как бы нужно говорить, когда говоришь об этом спектакле, это, во-первых, нужно понимать, что это вариант площадного уличного театра. И отсюда, мне кажется, режиссер исходит из этого, что актеры все время в движении, как и в первом спектакле. У вас очень хорошие актеры и очень прекрасная у них, у вас пластика.
все время как бы вот такое легкое перевоплощение в разные персонажи с помощью какой-то фразы, какого-то движения, какого-то элемента одежды и так далее. Поэтому это вот как бы вот единственное, первое, самое важное, что нужно как бы сказать, когда речь идет об этом спектакле. Но для меня это вот такой тип такого площадного театра, уличного театра. Спектакль можно играть в любом пространстве, не обязательно в здании театра, мне так кажется. Декорации очень легкие, колоритные, очень интересные. Это своего рода дань традициям площадного театра в Центральной Азии. Когда мы смотрим спектакль на видео, это немножко другое впечатление. Если бы я сидел, наверное, в зале, у меня бы было, конечно, ощущение этой сценографии более сильное. Вот. Для меня был важен эти колеса и вот эта телега, да? Потому что это как бы мотив движения, мотив дороги и мотив движения. Как этот спектакль выглядит на улице? Вот в этом его какая-то потрясающая, удивительная универсальность. В том, что его можно играть как на сцене, и так и на открытой площадке. Мне кажется, на открытой площадке он выглядит, он обретает какие-то новые черты, которых на сцене не всегда увидишь. Я думаю, что в случае, когда спектакль играется как уличный, у него есть возможность вот эту вот композицию нарушить, как-то разъять, сделать ее еще более интересной и, может быть, повторяя какие-то этюды, затягивая все больше и большее количество зрителей, история будет трансформироваться, и она гиперболизироваться, скажем так, вот от того финала, который случается на статичной сцене, на динамической сцене. Вот этих финалов может быть все больше и больше, и с каждым разом накал, который происходит в финале, он может все нарастать, и неизвестно, к чему это приведет. Ya. Orada şeker o başla. Koy şunu marama. Burası olmaz. Ne koyuyor? Dengi. Dengi patomaz. Az bu fondagom moku. Asa taroşon moku. Az bu fondagom moku. Asa taroşon moku. Mokuyu kosayu göze badastam. Yalali bobom yalli. Mokuyu kosayu göze badastam. Yalali bobom yalli. Yalali bobom yalli. Assalamu alaikum. Ваш друг нашел комнату, а? Почему он безор карлы? Нашел комнату. Не очень хорошая комната в адресе в Бухаре. Правда? Запишите номер. Начинается с этих колес, да, он отправляется в путешествие наш главный герой, да, путешествие за деньгами, путешествие за еще большим богатством, и заканчивается, да, этими колесами. В уличных представлениях масхарабозов представления разыгрывались перед чадрой, раскрашенные в нужный рисунок. Это мог бы быть просто какой-то разноцветности, или же это мог бы быть там какие-то рисунки, выполненные на ткани, который исполнял, как бы являлся задником, да, в классическом театре. Но, к сожалению, они в этом спектакле не носят как-то активную позицию, да, они больше носят характер иллюстрации, да, только иллюстрации. И, на мой взгляд, театру нужен хороший свет, или же мастер по свету, осветитель, или режиссерам нужно обращать на это внимание при съемке хотя бы, потому что много что можно было бы улучшить или сделать ярче, да, некоторые моменты из-за того, что плохо видно, некоторые моменты немножко прикрылись и не видны, хотя могли бы быть хорошим, неплохим акцентом. И неплохим акцентом могли бы
стать освещенные декорации, которые, на мой взгляд, носят очень даже хороший вес в создании атмосферы. Ну и если о музыке говорить, совершенно потрясающие вещи, когда звучат живые инструменты, когда звучит живой голос. Это работает не только на линию какую-то, на арку персонажа, скажем так, да, это работает как спецэффект, потому что, ну, каких-то определенных технических моментов в спектакле спецэффектов как таковых очень мало. И вот эту роль берет на себя музыка, живая музыка в первую очередь, которая может зрителя держать долгое время в напряжении, давать какой-то интерес дополнительный. Использование народной песни с неким остроумным сюжетом в начале спектакля или же вообще на протяжении в некоторых моментах этого спектакля освежает традиции народных театров Масхарабозов, и зритель, находясь в 21 веке, уже в 20 году 21 века, постоянно освежает у себя, что это не голливудское кино или же не спектакль, который насыщен всякими техническими приспособлениями, а именно в эстетике площадного театра, эстетике народного театра. Действительно, музыка составляла основную часть произведений Масхарабозов. И самое главное, в своих произведениях Масхарабозы всегда использовали сурнай и дойру. Хотя здесь Мухиддин Музафар не использует сурнай, а только дойру, но здесь тоже оно доведено до профессионализма высокого качества. Все три исполнителя очень хорошо владеют этим инструментом. Они от простейших наигрываний на дойре выполняют вплоть до очень сложных технических нюансов. Даже наши традиционные песни «Уштур Бачаман» и «Ялали Бобо», они здесь обретают какие-то комические оттенки, но все-таки воспринимается очень легко. Как мудро поступили ребята, что, воспользуясь именно приемом театра Масхарабозов, осуществили эту свою постановку. Наверное, повесть сатирическая, скорее всего. Не знаю, я не читала ее. А у вас он получился не сатирический спектакль, а именно такая вот народная комедия, в самом хорошем смысле этого слова. На первый взгляд кажется, что это очень наивный театр, а когда присматриваешься, то ты понимаешь, что прекрасно обученные артисты, очень хорошо владеющие профессией, очень хорошо партнерствующие друг с другом. Но для меня это тот тип театра, который опирается на актера, на его способности, его на умение, максимально вытягивает из актера все, что только он может, да, вот, движение пластика, движение руки, ноги, вот, жесты, голова. Я бы не сказал, что это сделано как театр Масхарабозов. В спектакле использован стиль Масхарабозов, хотя они представляются как в театре Масхарабозов. Главного героя называют Полвоном, хотя у нас существует такой другой. В конце спектакля у нас мы приходим к совершенно другому мнению, что Хори Ишкамба — это Полвон по очищению казана плова, а не какой-то там действительно силач. И что самое главное, театр Масхарабозов — это театр пантомимы. Наверное, поэтому его и иногда называют театром пантомимы. Очень много в спектакле использовано пантомимы. Вот эта возня с лестницей, чаепитие, игра в наперстках. Я понимаю, откуда идет эта эстетика. Это площадной театр, национальный театр. Как это сделано при помощи реквизита, при помощи декораций. То есть это совершенно этническая такая история. Но я в этом спектакле увидела театр Брехта. Потому что это эстетика, которая отходит от театра переживания и идет к театру представления. Это абсолютный брехтовский эпический театр, когда актеры отстраняются от своих персонажей, когда они их не проживают, а как бы представляют, не вживаются, а
надевают на себя одежду персонажа, скажем так, и через собственное отношение к этому персонажу рассказывают его историю. Что еще с Брехтом роднит, собственно, этот спектакль? Это живые музыкальные композиции, какие-то вокальные композиции, которые один в один просто брехтовские зонги. То есть абсолютно это вот та же самая эстетика немецкого театра начала 20 века. Я не знаю, намеренно ли это получилось, я не знакома с режиссером, и я не могу у него сейчас спросить, ну, наверное, могу, может быть, вы за меня спросите, хотел ли он заложить вот эту вот штуку с эпическим театром в этот спектакль. Насколько ему интересна вообще форма, насколько ему интересно работать вот с таким театром. Даже если это получилось неосознанно, это на самом деле очень круто, и за этим очень интересно наблюдать, потому что я, в принципе, большая фанатка брехтовского театра, и мне кажется, что он все еще очень современен, и он гораздо более интересен, для меня он более интересен, чем какой-то психологический театр переживаний, потому что в этом случае зритель имеет возможность наблюдать не только историю персонажей, он может наблюдать историю артистов. То есть каждого из вас, кто участвует в этом спектакле, можно считать помимо тех героев, в которых вы перевоплощаете. И это вот очень интересно. Очень много сатиры. Сатиры не просто как таковой, а сатира к событиям. Да? Вот такие события были, и сатиристический взгляд на эти события как в прошлом, как и в нынешнем, да? Как в примере, который я сказал ранее насчет интернета. Сатиры к образам пьесы, да, ну и много направленных сатиристических сарказмов, направленных на героев, на личности сегодняшнего дня. В первую очередь о том, что новое, наверное, всегда лучше, чем старое. Вот всегда, вообще без исключений. Будущее придет, и это невозможно изменить. Мне кажется, это такая общая, такая человеческая история, которую с огромным удовольствием, наверное, будет смотреть каждый, потому что она как бы предназначена не определенной группе зрителей. Мне кажется, это для каждого зрителя, потому что это, с одной стороны, история о деньгах, о финансах, а с другой стороны, я вижу в этом историю о какой-то идее фикс, о каких-то слабостях человеческих, которые живут в каждом из нас. Вот это спектакль о таком вот разломе, да, о предчувствии перемен. Наверное, вот для меня об этом. Это такая история вечная. Человек, который любит деньги, любит их как бы собирать. Даже непонятно, хочет, для чего ему нужны деньги, как бы это. Но просто вот это такое желание накопить, желание максимально обогатиться, это является предметом иронии, комедии, высмеивания в этом спектакле. Для меня важно в этом спектакле, для меня важна энергия, в первую очередь. Для меня важна универсальность, мобильность и, наверное, какая-то надежда на хорошие перемены, которые в этом спектакле заложены. Каждый раз в мировой ситуации происходит что-то такое, что на нас очень сильно сказывается. В этом главном персонаже увидеть, разглядеть вот эти идеи фикс, которые существуют, как бы дремлют где-то, может быть, как бы и человек не замечает, и посмеяться над самим собой. Поэтому я вижу в этой истории такую гоголевскую как бы вот историю, над кем смеетесь, над собой смеетесь, да? Поэтому для меня вот такие вещи всегда очень важны, всегда очень интересны, и это всегда делает произведение искусства значительно сильнее, да, чем только мы говорим какой-то об одной идее, об одной мысли, потому что это всегда расширяет и наше восприятие, да, искусства, не только театра, а искусства в целом. Да. Типичная история скряги, как может перекликаться с историями, с событиями наших дней. Но оказывается, что это вполне возможно. И когда спектакль начинается, и в стиле театра Масхарабозов нам представляют его участников, тут же начинают нам читать лекцию о достижениях 21 века. И эти достижения 21 века и наши реалии, настолько они парадоксальны, настолько они несовместимы, что само по себе вызывает определенную иронию. در زمان اوج ترقیات تکنولوژی، در زمان اوج ترقیات علم، در زمانی که پای انسان به ماه رسیده است، در زمانی که انسان تلفن، کامپیوتر، اینترنت
после слова интернет, да, после слова перечисления интернета, зал взрывается хохотом. Это, наверное, то, что есть в 21 веке, но того, чего нет у нас, да. История происходит больше 100 лет назад. Но, тем не менее, даже спустя такое огромное количество времени, есть какие-то вещи, которые не поменялись. И здесь речь не идет даже о человеческих пороках. Даже сама по себе история с Октябрьской революцией, которая происходила вот на всей нашей огромной территории, она до сих пор ведь качает в другом виде, в совершенно другом. Но вместе с тем остались отношения империи и колоний, например. Все-таки они на нас влияют в другом смысле. И нет империи, и нет никаких колоний. Но вот это вот все сохранилось, и, естественно, нельзя не думать об этом. Нельзя не думать о каких-то классовых отношениях. Это все, я бы сказал, что пантомимы нашего времени. Но не этим заполнился спектакль нашему зрителю. У зрителя с каждым выражением актеров, с каждой мизансценой ассоциируются какие-то определенные наши жизненные ситуации. Казалось бы, в то время, когда жил Хориш Камба, еще не было электричества. Наверное, было, но в Бухаре это было недоступно. И когда он говорит, что в доме бедняка и должно быть темно, мы это как бы ассоциируем со своей реальностью, когда у нас в осенне-зимнем сезоне массовые отключения электроэнергии. Как ни странно, но в этот сюжет вошли и недоступность, и низкая скорость нашего интернета. И самое главное, хотя уже нету давно уже великого князя, императора, мы всенародно избираем своих президентов, все-таки банки нас грабят. Может быть, где-то в какой-то стране это звучит парадоксально, но реальные события Таджикистана показывают, что в последние годы один за другим банкротствуют наши банки, а следом за ними уходят наши деньги. Мало что мы оставили все свое нажитое в советское время Сбербанку СССР, ну мы уже никаких претензий не можем предъявлять. Я так понимаю, что этого героя можно играть по-разному. Можно его, наверное, играть таким злым и таким жестоким и, наверное, алчным. В вашей версии актер, который играет, он играет такого доброго старичка. Можно тоже его использовать, можно его наказать, можно его ударить, можно его обличить, что он обманывает. То есть это как бы уже другой тип как бы персонажа, с которым можно играть. И мне кажется, вот этот тип, конечно, он приятнее, ближе, и он более театральным, да, потому что первый тип, мне кажется, очень просто его играть, такого злого, агрессивного человека, но это мало интересно. Гораздо интереснее иметь дело с таким вот как бы дядечкой, который, как в вашем спектакле, над которым также можно посмеяться, и можно его тоже немножечко обдурить иногда, да, потому что он сам не замечает, он не видит себя со стороны, как бы он воспринимает жизнь серьезно. Ну да, он, конечно, жадина, искряга и мелкий мошенник. Прекрасно показаны все его манипуляции с деньгами, прекрасно показаны, как он ловко выворачивается, чтобы только не заплатить. Но это вызывает не гнев, а смех. А вот когда он сталкивается с банкиром, который его обманывает так, как он никогда бы не смог обмануть никого, потому что у него ума бы наглости не хватило бы. Так, схватить лишнюю чашку чая, выпить и ухватить какой-нибудь там маленький кусок денежный, это его. Но вот так ограбить он, наверное, бы и не смог. И у нас гнев против этого человека, а не против этого несчастного, толстого, смешного, жадину. Вот. И в этом есть какая-то очень добрая, очень человеческая, очень гуманная улыбка. Не гнев, не сарказм,
не сатира на этого человека, а такая вот улыбка, потому что ты начинаешь понимать, ну вот и такие люди есть на этой земле. И, в общем, не так уж, чтобы все уж очень плохо к нему относились. Вот. И ощущение какой-то души народа возникает. Ну, в общем, какой-то очень теплый спектакль и очень добрый спектакль. Это самое главное, что у зрителя у меня нет к нему какой-то ненависти, есть такое сочувствие. По-доброму ты ему сочувствуешь. Есть какие-то моменты, ты когда переживаешь вместе с ним, потому что ты хочешь им помочь, потому что он несчастный, потому что он ошибся, он как бы рефлектирует над жизнью, у него нет дистанции к этой жизни. Он эту жизнь воспринимает слишком серьезно. Поэтому в каких-то моментах ему даже сочувствуешь и хочется помочь ему, да, облегчить его страдания и его желание вот, добиться цели. В этой спектакле эти маскаробы очень смешны из-за своей простоты, но иногда мудрые по-народному, иногда суровые, иногда карикатурные. Да? Вот эти жесты Кориш Кембе, когда он делает дуо или молитву читает, да, вот это очень карикатурно и очень сочно передает то, что хотел сказать актер. Ребята, как бы шутя, как бы иронизируя, как бы играя, пересказывая эту злую шутку со скрягой, нам дают знать, что мы тоже в какой-то мере похожи на Хори Ишкамбу. Потому что в погоне за наживой, в погоне, я бы не сказал, что мы все прям зациклены на эту наживу, но как бы в погоне за будущим, за что-то мы всегда теряем, мы теряем сегодняшнее, мы не можем правильно воспользоваться тем, что имеем. Мы всегда мечтаем о том, что не имеем, грезим о том, что мы упустили, а настоящим мы, наверное, так же, как и Хори Ишкамба, не смогли. Поэтому, когда, как бы воспользуясь этой слабостью Хори, его обманывает мошенник высшей гильдии Мирзо Абдулло, нам становится его жалко. Потому что в какой-то момент ты понимаешь, что этот спектакль не только о деньгах, но это также история о том, как человек имеет некую идею фикс, как бы, и любой ценой к этой идее идет. Тут это может быть финансы, это может быть работа, это может быть какая-то цель в жизни. И человек любой ценой хочет этого добиться. Ваша история в каком-то смысле, она, конечно, шире, чем то, что, наверное, предложено автором, драматургом этой пьесы. من از خوش خورتی رو نشینان هم محروم شدم از این مانده یا از بهرانده ساعت چند شده؟ ساعت 12 من وقت نمازی خانقاهی دوامدگیم فرا رسید اکنون در اینجا نشستم هیچ معنی ندارم حاضر شوم میخزم و براسه بازافان میکنم شاگردگان خلال کسری بخششون من ساعت چند شده؟ ساعت 13. Трагикомическая тональность в спектакле присутствует с самого начала, когда Хори только появляется на сцену, в страшном, кошмарном сне представляет будущее своей страны, будущее банков. Вот. Всегда он спрашивает, сколько времени? И вот это сколько времени проходит красной нитью через весь спектакль. Мы как бы первый раз его пропускаем мимо ушей, второй раз, третий раз, но уже четвертый раз мы задумываемся, а не к нам ли он обращается, Хори, с этим вопросом, сколько времени? Это очень риторический вопрос. Сколько времени мы прожили, сколько времени мы впустую затратили и сколько времени мы намерение еще так впустую затрачивать. И когда вот по сцене катят колеса старой арбы, мы ощущаем, как будто они не колеса арбы, расшатанные уже, а как бы механизмы уже испорченных часов.
часы где-то остановились. И действительно, ведь говорят, что на Востоке время, оно как-то странно себя ведет. Смотря этот спектакль, мы приходим к такому мнению, что да, действительно, мы от своих предков, которые жили 100 лет назад, немногим отличаемся. Хотя можем воспользоваться многими благами цивилизации. Что касается символов других, мне очень понравилась история, например, с персонажем, который оказался подданным Российской империи. Собственно, мне кажется, ситуация, которая происходит в наше время в Центральной Азии, отношения всех наших стран с Российской Федерацией, это очень актуально звучит, хотя прошло уже больше сотни лет с момента событий, которые, собственно, описываются в спектакле. И вся вот эта вот история относительно того, что есть колонии, есть метрополия, весь вот этот дискурс, деколонизация и деколониализм, вот это вот все очень, очень хорошо, очень интересно работает. Ну, естественно, работают такие универсальные штуки, которые можно совершенно пошлейшим образом назвать вечные темы или вечные характеры. История про банки, про жадность. Есть вещи, связанные, например, с формой. То, о чем я рассказывала, для меня, то есть композиция спектакля, это бусы, которые вот круглые, можно повесить на шею. И когда у вас в спектакле появляется колесо, например, оно тоже очень хорошо на этот символ работает, потому что это такой символ бесконечного качения, скажем так, да, и это история, которая не заканчивается никогда, то есть колесо катится, 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 бесконечно это происходит, особенно когда каждый раз находятся люди, которые его продолжают катить. Один из актеров говорит, человек ко всему привыкает, и это именно тот случай, когда сатира направлена на сегодняшние реалии, хотя в пьесе она звучит не настолько остро, и, может быть, лет 20, 30, 40 назад именно этот момент этой пьесы можно было бы просто воспринять как некую реплику и не обратить внимания, но сегодня она звучит, мне кажется, очень даже остро. Очень веселое открытие спектакля, мне очень понравился. Хороший вход к зрительному залу, к созданию зрителя. Когда смотришь, может показаться, что спектакль имеет два начала. Да? То есть первое начало, когда актеры выходят на сцену, и второе начало – это когда актеры перевоплощаются. Но на самом деле это очень хороший ход для создания атмосферы и ключевого раскрытия идеи спектакля. То есть, если вхождение актеров на сцену и некоторые трюки, вот эта песня, допустим, начальная, да, которая очень смешная, очень задорная, это на самом деле создание атмосферы. Таким образом можно создать атмосферу, эстетику восприятия этого спектакля. Это было свойственно уличным и площадным представлениям в Центральной Азии. В этом есть некая отсылка к времени, о которых идет речь в пьесе. Моим любимым жанром фольклорного театра является театр чтецов и сказителей. И здесь они также поступают. Они, знаете, как бы нам, рассказывая историю этого скупца, начинают его играть. И вот этот прием просто не копируется, он совершенствуется. Вот помните ту мизансцену, когда приходят Кори и Ишкамба вернуть ему долги. И когда Кори их оставляет наедине там, без света, они, чтобы укоротить время и темнота их не давила, они один другому рассказывают историю Кори. И вот здесь Кори сам начинает рассказывать свою историю, представлять свою интерпретацию. И вот здесь мы узнаем о детстве, о юности Кори. И вот этот как бы театр в театре, не простое копирование, а совершенствование, умелое использование вот этих народных традиций,
покоряет в этом спектакле. До этого мы видели очень хорошие работы этих ребят по классическим материалам. Это и Каин, это и Король Лир, и Принц Гамлет, это и Вакханки Еврипида. Но они смогли и на нашем материале создать очень оригинальное сценическое произведение. Современный театр, он не имеет катарсиса. Человек не в состоянии прожить, осознать и потом очиститься. В вашем театре происходит такое соединение как бы с вами. Вы нарушаете какую-то границу между театром и между зрителем. Как бы, многие ее нарушают. Но у вас это происходит через какие-то элементы, которые существуют в нас, в нашей жизни, в нашей памяти. Ваш театр как бы более как бы для меня, он втягивает очень сильно, хотя я говорю, что есть хорошие примеры европейского театра, где ты выходишь совершенно ошеломленный и так далее, но это редкость. Вот как бы то, что вы делаете, мне кажется, это все-таки больше имеет успех, потому что ваши все приемы, ваша эстетика, ваша поэтика, ваш способ существования актерского, он близок, практически не расходится, не знаю, понимаете ли вы, о чем я говорю, не расходится со зрителями, с их как бы культурным кодом, с их культурными традициями, с их ожиданиями, да? Они на вашем спектакле реально, хотя у вас есть какие-то приемы, когда вы входите как бы к зрителям, но они на вашем спектакле очень хорошо себя чувствуют. Когда актер 21 века в образе актера, то есть масхаровоза 20 века, говорит о вещах 21 века в пьесе 20 века, да? То есть это такое перешагивание туда-сюда, перешагивание, но даже это может быть даже не перешагивание, да, это одна нога здесь, одна нога там, да, 21 и 20 век, они как бы соединяют, актеры очень хорошо соединяют, и вообще спектакль очень хорошо соединяет эти два века. Много где улавливаешь именно вот этот момент, крючок, который в событиях 20 века прицепляется к событиям сегодняшнего дня, или же сегодняшняя реакция зрителя зацепляется за события или за идеи, которые были в 20 веке. Эту связь, которая говорит, это было давно, но мы далеко от него не ушли. Этот образ, выступающий непосредственно перед началом сюжета, похож на представителей джадидизма. Джадидизм в Центральной Азии, в частности в Узбекистане, воспринимается как некий новая школа, это или плеяда новой интеллигенции, да, представители новой интеллигенции, к коим относился и сам автор Садр Динайни, и актеры этого театра на сцене, и есть джадиды нашего времени, да, то есть новая интеллигенция нашего времени. Вы пошли не по линии какого-то такого вот бытового спектакля, да, спектакля, погруженного в быт, погруженного в психологию, а у вас не случайно вот эти артисты, они канатоходцы, да, это такой уличный театр или там площадной театр, это неважно совершенно, да, то есть это театр не замкнутый вот в эту итальянскую коробку, в которую, по сути дела, все наши театры замкнуты, и очень многие пытаются освободиться от нее, пытаются выйти за ее пределы. И вот мне кажется, ваш спектакль хорош тем, что его можно поместить в любое пространство, потому что вы работаете так, что вы не закрыты никакими специальными эффектами. Вам не нужно даже никакое освещение. Вот этот спектакль может идти даже и при лунном свете, и при солнечном свете. Это означает, что это театр, который абсолютно доверяет актерам, который воплощает этот театр. Он абсолютно в доверии к артистам относится. И вот как артисты могут, как они работают с публикой, так они и работают. Все, что было в начале спектакля, повторяется и в конце. То есть та же самая песня, те же самые действия, только немножко наоборот, да, когда в начале они разбирали эту арба, а в конце его собирали. Было очень интересно. Он повторяется, опять-таки возвращаясь к колесу времени, как будто они сделали один круг.
завершился как будто один цикл. Колесо времени сделал свой круг. Это не значит, что Кара Ишкембе больше никогда не будет, да, что он умер и больше его никак не будет. А нет, а как раз таки наоборот. Они были в начале 20 века, они есть и в 21-м, но всегда наступает момент, когда их веселая жизнь заканчивается. Всегда наступает смерть ростовщика. Иногда это конец наступает силами революции, как в пьесе, а иногда силами вот таких вот спектаклей, которые я имел удовольствие посмотреть. Каждая деталь спектакля, каждая фраза, каждый костюм, каждая мизансцена, работа музыкального оформителя, особенно работа художников, очень покоряет своей профессиональностью и своей простотой, но самое главное — лаконичностью. В этом спектакле нету ничего лишнего. Хотя можно, вот в данных предлагаемых обстоятельствах можно бесконечно импровизировать. Но ребята могут с помощью каких-то 2-3 штрихов показать нам, чего они хотят. Дядя Коля, ваша чалма чуть ли не в пуд весом. Почему бы вам не завести чалму поменьше? И материи пошло бы не так много, да и стирать легче. Ну и намыли, сэкономили бы себе состояние. Что вы понимаете, а? Моя чалма непростая. Она мне помогает на свадьбе получу гостицы и на похороны получить ткань побольше. Если я такой с чалмой являюсь на похороны, то мне дают по 2 ощины бязы и ситца. А на свадебный пирог передо мной ставят блюдо побольше и плов накладывают пожирнее и да с мясом. Мне показалось, как это не парадоксально звучит, что язык чужой вам, на котором вы играли, а понятно, почему вы хотели, чтобы люди поняли вообще, о чем речь. Мне кажется, что он совершенно сместил акценты совершенно в ненужную сторону. Мне кажется, я, наверное, скажу крамольную вещь. Вам надо играть на родном языке. Вот моя точка зрения. Но я бы организовала бегущую строку. Да что за проблема? Компьютер и бегущая строка на русском языке. Но колорит вашего языка, неповторимость звучания остались бы как аромат цветка. На мой взгляд, это важно. Язык, на котором происходит действие, совершенно не определяет спектакль. И работа вот как раз Канибадамского театра очень это подтверждает, потому что не случилось тотальной перемены мнения от того, что я спектакль поняла, прочитала его дословно. А я больше скажу, ну, как бы в силу того, что какие-то слова мне знакомы на таджикском языке, я улавливала неточности в русских субтитрах, например. Я улавливала некие интонации и какие-то акценты, которые не передаются совершенно через русский перевод. И в первую очередь, мне кажется, спектакль этот нужно смотреть на языке оригинала, потому что в языке есть определенная композиция, есть музыка, заложенная создателями. Совершенно нет необходимости понимать каждое слово, которое происходит в спектакле. На мой взгляд, еще одна очень хорошая находка – это находка с колесами. А вообще, размышляя о роли режиссера в этом спектакле, можно сказать, что именно его роль, на мой взгляд, был в этих метафорических сказаниях путем этих колес. 2 колеса — это мотив движения. Да? Он начинается с того, что вы за ним идете, у каждого свое колесо, и как бы это вот мотив телеги, какого-то средства передвижения, что он отправляется в путь для того, чтобы получить еще больше денег, заработать денег. Да? И заканчивается приходом 2 революционеров, 2 солдат, которые тоже приходят как бы со своими колесами, со своим каким-то способом передвижения, способом существования. И они, в принципе, убивают этого главного героя. Как я понимаю, наступает смерть, да, его кладут на эту телегу, и телега его увозит как бы уже как бы вот в загробную жизнь, да?
они крутятся, время идет, а в некоторых моментах Кореш-Камбе остается в тисках времени, да, когда его с двух сторон зажимают, и он остается в тисках времени, времени ожидания, времени бездействия, он вынужден ждать, он становится таким, каким его могло бы создать та эпоха, которая тогда была. Кроме этого, очень хороший эффект создан с колесами, когда Кореш-Камбе мерещится всякое, да, ему кажется, что за ним следят, ему кажется, что он неспокоен, потому что он не знает, сколько времени, он неспокоен, потому что он не знает, все ли в порядке в Бухаре. Это монотонное, однообразное кручение колеса, преследование или перекрещивание сводит его с ума. Очень много национального колорита в этом. Мотив движения в науке это называется хронотоп, да, это хронотоп вот этого времени через колеса, через движение выражено очень просто и одновременно ясно. Мне кажется, те средства, которыми вы пользуетесь в вашем театре, они очень понятные, очень простые. Это связано, наверное, с тем, что ваш зритель — это в основном такие простые люди. Интеллигенция, наверное, и одновременно простые люди, потому что и для вас важно, чтобы это вот на таком каком-то архаическом уровне они могли прочитать ваш замысел и запомнить ваш спектакль. Поэтому этот финал через колеса очень для меня знаковый. Это конец такой, я бы сказала, антисоветский спектакль. Я как бы, может быть, даже в чем-то и увидел такого элемента, что заканчивается старая жизнь, такая архаичная, простая, в чем-то такая вот, но главное, своя, родная, аутентичная жизнь, да, и начинается теперь вот такая советская оккупация, да, которая длилась очень много лет. Но это прочитывается, и мне кажется, это тоже расширяет каким-то образом, да, все работает на расширение идей, заложенных в этом спектакле, на расширение понимания, да, спектакля как художественного произведения. Ваши театры, ваше искусство, оно совершенно другое. Вот оно просто другое. Ты, собственно, начинаешь понимать, вот, что это за народ, как он жил, как он живет, как он относится с уважением к возрасту, с уважением, не знаю, там, к какому-то, положению, что ли, да? И как бы видна культура народная, вот, видна. В общем, что-то ты начинаешь про этот народ понимать. И этот спектакль очень важен именно вот этим вот очень добрым, очень гуманистическим посылом. Ваш театр, конечно, существует пику, да, как бы такому, можно сказать, современным трендом. То, что я вижу, да, первый раз и теперь второй, я понимаю, что вот такой живой театр любят ваши зрители, да, они приходят, чтобы увидеть, именно получить такой вот как бы огромный потенциал, потому что вы какие-то все трое, какие-то метеоры, я не знаю, как бы вы проживаете, наверное, за этот час 5 минут в этом спектакле, да, вы проживаете какую-то, наверное, огромную, большую жизнь, как бы, да, вы, наверное, там худеете и так далее, потому что это огромное количество энергии нужно потратить для того, чтобы вот существовать. Это очень трудно, и это есть театр. Это такое завораживающее театральное действо, которое хочется смотреть бесконечно, потому что это полное юмора, сатиры, иронии, гротески, как бы вот то, чего очень мало сейчас в современном театре. И, конечно, для меня это еще очень важно, что это отсылает к прошлому, как бы в прошлое, что так раньше это было модно, так раньше это было популярно, так раньше играли. Сейчас вот, например, если речь идет о России, Белоруссии, то, к сожалению, театр очень сильно меняется, и он меняется в сторону такого европеизации, когда герой отстранен, такая отстраненность, да, а у вас вы еще создаете такие очень сильные характерные роли, такое ощущение, что это как бы другая планета уже, как бы мы уже как бы на разных находимся полюсах. Такого театра, в принципе, или мало где встретишь, да, в Европе, потому что, я думаю, это еще связано... Тут, конечно, возникает вопрос школы,
вопрос образования, потому что, как мне кажется, уже так не учат, уже так не готовят актеров. Они по-другому существуют. То, что в этом спектакле, конечно, в первую очередь бросается в глаза. Меня зовут Ольга Зайчикова, я декан театроведческого факультета Российского института театрального искусства ГИТИС. И замечательный пример игрового масочного театра, который редко встретишь даже на родине этого масочного театра в Италии, потому что я смотрела много спектаклей, примеров а-ля комедия дель арте и все прочее. Плюс ко всему здесь эта замечательная игровая актерская природа наложилась на такой народный фольклорный материал, что мне кажется, и это соединение вылилось в такую прекрасную работу актеров и режиссеров в том числе, намеченную пунктирно небольшими такими национальными мотивами, моментами. И, безусловно, мне хочется выделить, не обижая всех остальных актеров, это, безусловно, главного героя. Фантастический пример перевоплощения именно в таком игровом плане. Поэтому вот мне хочется пожелать театру удачи, мне хочется пожелать жителям города почаще приходить на их спектакли, и я вам искренне завидую. Ну и, конечно, я хочу обратиться к людям, которые управляют городом и страной в том числе. Такие вещи надо поддерживать. Поэтому я очень надеюсь на вашу поддержку. Спасибо.